Главные события понедельника, 16 октября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Владимир Путин заявил, что Россия и Китай всегда по любому вопросу старались найти компромисс. Российский президент отметил, что Москва и Пекин развивают отношения прежде всего в интересах народов своих стран. С 10 октября в Якутии начали повышаться цены на бензин и дизельное топливо. Наш корреспондент разбирался в причинах и следствиях повышения. С 18 октября вырастет стоимость проезда на скоростных катерах по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Повышение связано с ухудшением обстановки на реке. 2 снегоболотохода получила МВД Якутии. Технику направят в арктические районы для работы в труднопроходимой местности. Юные атлеты спортивной школы «Лидер» в Нерюнгре вернулись с очередных соревнований, продолжив пополнять копилку высоких достижений. Россия и Китай развивают отношения прежде всего в интересах народов своих стран, а не под сиюминутную мировую конъюнктуру, заявил президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая. По его словам, Москва и Пекин всегда прислушивались к мнению друг друга, учитывали интересы друг друга и старались найти компромисс даже в тех случаях, когда вопросы оказывались сложными и доставшимися из прежних времен. Владимир Путин отметил, что так было, например, при решении вопросов пограничного размежевания, которые долгое время не решались. Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту. Прорабатывается еще один маршрут Силы Сибири-2 через Монголию. Увеличивается количество поставляемого угля, электроэнергии. Мы продолжаем строить атомные блоки. И не только строить блоки на 2 станциях, но и прорабатываем вопрос реактора на быстрых нейтронах, что позволит совершенно по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, поскольку там создаются условия для замкнутого цикла, по сути. Там отходов практически не будет. Но у нас очень хорошие перспективы в других отраслях. Это автостроение, судостроение, авиастроение, это электроника. Глава Якутии Айсан Николаев провел встречу с председателем правительства Кириллом Бычковым и руководителем исполнительных органов государственной власти, отвечающими за региональный бюджет, тарифную и ценовую политику и имущественные отношения. На совещании обсуждались общие принципы деятельности этого блока правительства, направленные на один общий результат – улучшение жизни людей в Якутии. Правительство должно работать как единый орган, как одна команда. Необходимо усилить межведомственное взаимодействие для решения общих задач, в том числе для реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, сказал Айсан Николаев. 10 октября стало известно о повышении цен на топливо в республике. Первыми повысили цены компании «Сибойл» и «Саханефтегазбыт». Так, в среднем подорожание бензина в Якутске произошло на 6 рублей, а дизельное топливо подорожало на 1 рубль. В том, с чем это связано и как это отразится на кошельке среднестатистического якутянина, разбиралась моя коллега Мария Кардашевская. Основной причиной повышения цен на топливо является рост закупочных цен у нефтеперерабатывающих заводов, твердят в один голос якутские топливные компании. Ведь они купили топливо в тот момент, когда цена на бирже была высокой. А это не могло не отразиться на конечных ценах. В сравнении с предыдущими годами, когда рост цен не превышал 2 рублей за раз, в этом году скачок произошел весьма существенный. В среднем 6 рублей за самые популярные виды бензина. А это значит, разница в оплате составила около 200 рублей за полный бак малолитражки и около 500 рублей за полный бак внедорожника. Весной было дешевле на 10 рублей. Вот вы посчитали примерно, насколько, да, вот после этого повышения у вас возросла нагрузка на кошелек? Допустим, сколько у вас? 40, да, литров за бак? Ну, 39. Ага, вот разница какая? Разница? Ну, конечно, разница существенная. Ну, это слишком. Это слишком задрали. Ладно, на 5 задрали, а они через короткий промежуток еще на 5. Ну, куда это? Ни в какие ворота. И если повышение в Якутске варьируется в среднем в пределах 6 рублей, то на севере цены достигли уже 100 рублей за литр.
В свете сложившихся обстоятельств актуальным становится вопрос альтернативы. И этой альтернативой справедливо считается газ. Цена продукции якутского газоперерабатывающего завода в республике уже несколько лет держится на одной отметке – 24 рубля 80 копеек. С учетом того, что литр газа приравнивается литру бензина, на выходе получается неплохая экономия. Сегодня через сеть 4 заправок реализуют пропан для автомобильного топлива. Стабильно, без сбоев. До конца года никаких пока планов по повышению цен на топливозаправках наших нету. Поскольку якутские топливные компании заявили средствам массовой информации о том, что цены повысились вследствие того, что закупка топлива была произведена по повышенным ценам на бирже, и уже только после этого цены опустились, наша телекомпания обратилась в компании «Сибойл» и «Саханефтегазсбыт», чтобы узнать, снизится ли цена на топливо, когда закупка будет производиться уже по сниженным ценам. Ответа на этот вопрос пока нет. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Якутск. В Якутии планируют изменить размер торговых надбавок на социально значимые продукты. Они должны вступить в силу с 1 января следующего года. 25 субъектов России, имеющих территории Крайнего Севера с ограниченным сроком завоза грузов, в том числе и Якутия, воспользовались правом регулирования торговых надбавок на самые важные и нужные продукты питания. О них подробнее расскажет Даяна Федорова. Регулирование торговых надбавок с 2022 года было передано органам местного самоуправления законом республики. Он входит в полномочия Госкомцен Республики Саха-Якутия. Так, в этом году по поручению главы Айсена Николаева ведется работа совместно с сообществом предпринимателей. Мы пересмотрели перечень социально значимых продуктов питания, он у нас сократился, так как по районам ранее количество перечня номенклатуры на эти товары у нас где-то от 11 до 27 позиций составлял. Сейчас он был пересмотрен. Госкомцен по согласованию с предпринимательским сообществом утвердил перечень социально значимых продуктов. В нее уходят 11 наименований товаров – мука, сахар, крупы, хлеб, чай и другие товары. Для труднодоступных населенных пунктов республики составлен уже расширенный список товаров из 17 наименований. Так как районы самостоятельно осуществляли установление этих надбавок, очень разные у нас, так скажем, подходы были применены. Сейчас мы пытаемся это все унифицировать, рассчитать. Основные расходы, которые попадают социально значимым в эту надбавку, это расходы на содержание, то есть торговых точек у предпринимателей, и расходы на доставку товаров до мест реализации. При решении вопроса об установлении нового размера торговых надбавок учитываются различные факторы, начиная от затрат предпринимателей на реализацию продуктов в торговых точках до закупочных цен товаров. Конечно же, транспортная логистика, а также принимаются во внимание интересы потребителей. Планируем надбавку закончить, рассчитывать где-то до 1 декабря и ввести в действие с 1 января 2024 года, чтобы у предпринимателей тоже была возможность успеть свою номенклатурную группу пересчитать и уже с новыми надбавками выйти с нового года на реализацию. Торговые надбавки включают в себя различные факторы. Конечную стоимость товаров устанавливают сами предприниматели. В случае установки малой торговой надбавки в новом законодательстве есть вероятность уменьшения ассортимента в магазинах, так как у предпринимателей не будет заинтересованности в его расширении. В нынешней ситуации предпринимателям при формировании розничной цены необходимо учитывать рынок, конкурентную среду, что является главным регулятором цен. Регулированием окончательных цен на продукты ведомства Госкомцен не занимается. Они устанавливают предельный размер торговых надбавок. Новые надбавки планируется ввести с 1 января 2024 года. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов по маршруту Якутск-Москва-Якутск, установив рейсы с 14 октября. На сегодняшний день все рейсы компании «Аэрофлот» Якутия-С7 летают в прямом направлении. Теперь добавочными рейсами компании «Аэрофлот» можно прямым рейсом из Якутска долететь практически во все города России. Также на ноябрь действуют субсидированные перевозки по дальневосточной программе и для определенных категорий пассажиров. Количество мест по субсидии ограничено, тариф действует и в обратную сторону. Ремонт взлетно-посадочной полосы велся практически с апреля месяца. И на протяжении всего лета все рейсы летали с посадками и с пересадками, что было крайне неудобно для пассажиров.
Авиакомпания «Якутия» с посадкой в Нижневартовске производились, авиакомпания «Севен» с пересадками в Новосибирске и в Иркутске. Для улучшения сейчас обслуживания пассажиров, значит, рейсы летают сейчас все прямые, что туда, что обратно. Спрос выше и разная ценовая категория была на авиабилеты. Сейчас на данном этапе можно подобрать более оптимальные минимальные тарифы. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях официально закроется с 18 октября. После официального закрытия переправы повысятся цены на перевозку грузов, пассажиров и транспортных средств. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Анатолий Потапов. После закрытия навигации, в зависимости от благоприятных климатических условий, паромы будут курсировать до конца месяца. Как пояснил руководитель, цены на перевозку не изменятся. Тарифы, утвержденные в 2016 году, будут действовать и в этом. Паромные переправы у нас на сегодня 13 паромов работают на направлении Якутск-Нижний Бестях. И с 18 октября они переходят на уже межсезонный тариф. Это до 25 октября они будут ходить по направлению Якутск-Нижний Бестях. Но в связи с теплой погодой в центральной части Якутии у нас вот закрытие паромной переправы еще мы посмотрим в зависимости от природно-климатических условий. Гидрологи Гидромедцентра Якутии дали прогнозы устойчивого ледообразования на реках. Так, например, на реке Ленина на участке Покровск-Якутск образование льда начнется 20-22 октября, что позже нормы на 5-7 дней. На реке Алдан-Утамото прогнозируют 19-20 октября при норме 11, на участке реки Вилюй-Сунтар-Нюрба 19-21 октября, что также позже нормы на 7-9 дней. Образование льда сегодня наблюдается на Лене у поселка Жиганск, на Амге у села Амга. На Вилюй на участке Вилюйск-Хатырык-Хомо идет редкий шугоход. В Ленске сотрудники миграционной службы совместно с сотрудниками полиции провели проверки на соблюдение миграционного законодательства. Посетили торговые точки и кафе, также строительные объекты. Нарушений выявлено не было. Подробности в материале наших ленских коллег. Первым в списке значился магазин «Джилибыли». Здесь предприниматели из Таджикистана осуществляют торговлю фруктами и овощами. Акрам Джон приехал в Ленск 3 года назад на заработки по приглашению дяди. Совместно открыли бизнес, и, надо сказать, он довольно неплохо идет. Сразу в миграционную службу обратились, там потом после 8 ноября там учет ставили туда. Заключили трудовой договор, Хасановка был женом. Потом все, здесь работаем. У вас одна торговая точка? Ну да, сейчас пока одна. Есть некоторые еще хотим другие точки тоже открыть. После овощного магазина группа проверяющих отправилась в кафе неподалеку. Открыли его иностранные граждане, приехавшие к нам из Киргизии. Войдя в помещение, мы увидели большое количество посетителей. Сразу бросилась в глаза уютная атмосфера и чистота. В основном шаурма есть. Шаурма хорошо продаем. А остальные тоже хорошо. Плов очень вкусный. Лакма жареный, жидкий. Говядина, самса, куриный. Владельцы кафе уже давно проживают на территории Ленского района по виду на жительство. Обратились в миграционную службу для получения гражданства. Ирина Сафина, руководитель миграционной службы, рассказывает, что на законодательство предприниматели никогда не нарушают. Заехали с проверкой на стройку ЗАО «Три семерки». Здесь ведется строительство нескольких высоток. К работе также привлечены иностранные граждане. Бригада из 20 человек. У меня облицовка кирпич. Строим, делаем кладку, облицовка. Сотрудники миграционной службы проводят рейды регулярно. Это мероприятие необходимо, так как преступления, связанные с нарушением миграционного законодательства, имеют место быть. В связи с этим усилена контрольная и профилактическая работа с индивидуальными предпринимателями и организациями Ленского района, которые привлекают на работу мигрантов. Вообще проверяем общепиты, торговые точки и жилищный фонд на предмет нахождения, пребывания иностранных граждан. Проверяем на предмет законного нахождения, а также на предмет подачи работодателям уведомлений, на предмет, то есть о заключении трудовых договоров и на предмет заключения самих трудовых договоров, наличия трудовых договоров, фиктивных трудовых договоров. Осуществляются выезды в связи с необходимостью таких проверок. Мигранты, проживающие в Ленске, уже не первый год стараются не нарушать законодательство, а вот вновь прибывшие нарушают режим пребывания. Но такие случаи очень быстро выявляются и пресекаются. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Следственно-оперативные группы МВД должны незамедлительно отрабатывать срочные звонки о происшествии в любое время суток и вне зависимости от особенностей ландшафта или неблагоприятных климатических условий. Именно для этого в Министерство внутренних дел республики закуплено 2 снегоболотохода, которые в ближайшем будущем отправятся в отделение полиции в арктические районы. Подробнее о вездеходах узнавала Марфирина Алексеева. Гусеничные вездеходы модели 1994 СДЧ выпущены на основе кузова УАЗ. Имеют полную комплектацию специальным оборудованием внутри салона и, учитывая климатические условия Якутии, дополнительные отопители. Снегоболотоход относится к классу особо легких вездеходов, что позволяет машине держаться на плыву со скоростью 5 км в час. А асфальтопроходимые гусеницы обеспечивают езду на шасси со скоростью 50 км в час. Данная техника выполнена на гусеничной основе. Это ЗВМ 2411 Узола. Имеет полный ход при полной загрузке 1000 килограмм 300 километров. Там, где не могут пройти обычные автомашины, грубо говоря, 4 ВД, эта техника может дойти в любые точки. И в болотистой местности, и также по непроходимым лесам. Снегоболотоход предназначен для выезда следственных оперативных групп на места происшествия по вызовам, которые поступают в дежурную часть с сообщениями о преступлениях. Подобные сообщения требуют незамедлительной реакции и точной отработки. Учитывая дальние расстояния в арктических районах, салон обеспечен генераторами, электричеством, что позволяет комфортно находиться в длительных поездках. Также модель предусматривает возможность установки телефонной связи. Конструкция обеспечивает размещение 5 сотрудников, служебной собаки и 2 задержанных. Действительно, данная техника укомплектована всем необходимым. Во-первых, главное, нужно отметить то, что здесь тепло будет. Да? У нас на северах в основном снегоходы, а на снегоходах далеко не уедешь. Очень холодно у нас в арктических районах, тем более ветра и так далее. А в данной технике уже и пассажирам, и личному составу, и гражданам будет тепло. Вот. Тоже, да, там у них отопители есть. Все есть, отопители есть, теплые, задержанные не замерзнут. Угу. Ну вот вы можете сейчас слышать, у нас сработала сигнализация. Да. Сигнализация при открывании дверей, если сотрудники не отключают сигнализацию с салона автомашины. Уже показала данная техника себя с очень положительной стороны, потому что она у нас есть уже в 4 районах, они уже писали, и положительных моментов очень много. Сегодня подобные вездеходы используются в отделениях Алайховского, Булунского, Среднеколымского и Устьянского районах. Вся техника закуплена в рамках государственного оборонного заказа. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Мобильные доктора работают в Верхоянском и Абыйском районах. Уникальный и масштабный проект, инициированный главой Якутии Айсеном Николаевым, реализуется в условиях сурового арктического климата и огромных территорий Якутии с труднодоступными населенными пунктами. Врачи провели осмотры жителей населенных пунктов Такуома, Адыча, Бурулах и Столбы. Командировка продлится до 24 октября. Врачи при этом делают основной упор на лиц, состоящих на диспансерном учете у врачей-специалистов. В Якутске на прошлой неделе ОРВИ заболели 4132 человека. Превышение заболеваемости выше предыдущей недели на 19%. Такие данные прозвучали на общегородской планерке. При этом отдельные классы в школах и группы в детских садах из-за повышения заболеваемости начали уходить на дистанционное обучение и карантин. Роспотребнадзор приписал школам уходить на карантин при отсутствии 20% учеников. В Покровске презентовали новый бульвар, который соединил 2 центральные улицы и стал продолжением городской набережной. На торжественном открытии побывала моя коллега Виолетта Засимова. Новый бульвар города Покровска стал подарком на 31-ю годовщину возвращения Хангаласскому улусу исконного названия. Эту дату жители района отмечают ежегодно 16 октября. Ровно 31 год назад наши депутаты районного совета приняли решение о возвращении исконно-исторического названия Хангалас. Хангалас-Улуга. Хангаласский улус. Бульвар – новое уникальное место отдыха в Покровске. Условно его можно разделить на 3 зоны – торговая, игровая и фонтанная. Торговая зона состоит из теплого благоустроенного павильона, смотровой площадки с зеркальным потолком и сооружения в виде урасы. Игровая зона – это детская площадка, тротуары, скамейки, теннисные и шахматные столы.
Фонтанная зона расположилась неподалеку, напротив набережной, и состоит из сухого фонтана и стелы, посвященной столетию Якутской ССР. Сначала было непонятно, что строят, а потом начинают как бы уже интересные проекты, какие-то объекты появляться. Поэтому было очень интересно, как бы чем это закончится. И вот сегодня я стою, смотрю, очень красиво. Я думаю, это понравится в первую очередь гостям города Покровска. Много молодежи здесь бывает? Да, здесь очень много молодежи гуляет, тусуется. Всем очень нравится здесь. Ну, в последние годы очень много у нас объектов строится. Сначала набережная, сейчас бульвар. Как думаете, Покровск развивается вот в плане общественных пространств? Да, очень даже развивается. Очень я рада. Каждым днем все красивее и красивее становится. И дома у нас стали строиться, много домов. Новый бульвар является продолжением знаменитой набережной Покровска и связывает две центральные улицы города – братьев Ксенофонтовых и Орджоникидзе. Как и набережная, бульвар является проектом-победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город является очень активным участником федеральных программ, да, и это уже не первый объект. Первый объект самый была как раз вот набережная, которая на сегодня очень живое пространство. Здесь там есть и фудкорты, и очень много гуляют и молодежи, и подростков. И, конечно, сам бульвар стал продолжением общей концепции набережной. После ввода в эксплуатацию за содержание и событийное наполнение бульвара будет отвечать муниципальное автономное учреждение «Городская среда», которое также обслуживает городскую набережную. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В столице Дальнего Востока прошел показ 2 якутских фильмов. В кинотеатре «Уссури» на прошедших выходных жители и гости Владивостока смогли насладиться сеансом сразу 2 якутских фильмов, которые вышли в 2023 году. Это «Эд» и «Лукут Онна Нюргугун». Премьера фильмов состоялась 14 и 15 октября. На данный момент информации о дополнительных сеансах в кинотеатре нет. Но ценителей якутского кино было немало, и работы якутских режиссеров не оставили зрителей равнодушными. Фильм на самом-то деле очень хороший. Честно, я не хотел идти, потому что у меня были другие дела, но у меня есть много знакомых из Якутии, которые мне посоветовали этот фильм. Собственно говоря, из-за них я пошел, я ни капельки не пожалел. Фильм очень замечательный, эмоциональный. Просто я, честно, на самом деле не особо верю в любовь, что-то подобное, но этот фильм мне показал то, что не все в этом мире потеряно. Юные атлеты спортивной школы «Лидер» города Нерюнгри вернулись с очередных соревнований, продолжив пополнять копилку высоких достижений. Подробности у наших нерюнгринских коллег. 30 метров осталось, финиш. Еще, молодцы! Давай! Завершился чемпионат и первенство Республики по кроссу, прошедшие в Якутске на местности Чучур-Муран. Всего на соревнованиях было представлено 13 команд, 96 участников, среди которых и команда Нерюнгринского района в составе 8 юных нерюнгринцев спортивной школы «Лидер». Дети бегали по лесу. Круг был 1 километр длиной и проходила по пересеченной местности. Вот. И погода была плохая, шел дождь, снег лежал. Вот. Ну, ребята старались. Несмотря на плохие погодные условия и серьезную конкуренцию, юные нерюнгринские атлеты показали очень хорошие результаты, среди которых и первое место среди девушек старшей возрастной группы, завоеванное Елизаветой Клименко. Занимаюсь легкой атлетикой 2,5 года. Соревнования были сложные тем, что это был лес, это был снег, пересеченная местность. Соперники были достойны. На ближайший 2024 год у нас планируется спартакиада среди учащихся по республике и спартакиада среди учащихся по России. Будем готовиться и стремиться к лучшему. Спортивный год только начался, но ребят продолжаются тренировки, а значит, впереди новые старты и новые победы. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.